Студенты бунтуют в Таджикистане. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какая тема вновь обострилась и бесит всех. Подписывайтесь на наше обновление, и точно будете в курсе всего самого актуального. Приближается День независимости Таджикистана. И что же это сулит? Студентов вузов Таджикистана постоянно привлекают к участию в массовых мероприятиях. Репетиции, или как еще называют маршировки, начинаются задолго до самого праздника. Вот и в этом году студентов вытащили на репетиции в разгар летних каникул. К журналистам обратилась студентка, которая сказала: «Сначала нас уверяли, что это добровольно, сейчас угрожают исключением из универа. Имеет ли универ право на мое исключение за непосещение якобы добровольных маршировок, и могут ли они угрожать?» Пресс-секретарь этого вуза, к которому обратились журналисты за комментариями, сказала, что их студенты действительно участвуют в маршировках, но их не отчисляют за отказ и не понижают за это оценки. И все же, что делать ученикам школ и студентов вузов, если их заставляют участвовать в маршировках под предлогом отчисления и снижения баллов? На это ответила руководитель Офиса гражданских свобод Таджикистана Дилрабо Самадова. Участие в маршировках – это не долг студента. Долг студента – это учиться, а не участвовать в мероприятиях. По закону запрещено участие учащихся и сотрудников педагогического состава в любых мероприятиях, которые никак не связаны с образовательным процессом. А если студент откажется, смогут ли его отчислить? Высшее учебное заведение, как и прочие образовательные учреждения, не имеют права отчислять за отказ от участия в маршировках. Запрещено привлечение обучающихся к любой другой работе, кроме образовательной. При несогласии студента преподаватели не могут занижать оценки на экзаменах или снижать баллы по образовательным дисциплинам. Участие в массовых мероприятиях не входит в учебный план, однако у каждого вуза имеется свой документ, где могут быть отражены вопросы привлечения студентов к массовым мероприятиям. Если студент подписал добровольную якобы расписку, его обяжут ходить на маршировки? В ситуации, когда студентов заставляют подписать документ о добровольном участии в мероприятии, стоит учитывать, что подобные расписки не имеют юридической силы, вследствие чего не могут обязать молодого таджикистанца к участию в маршировках. А в случае, если добровольная расписка была подписана студентом вообще не добровольно, то он может обратиться в органы прокуратуры. Как вы относитесь к такой ситуации? Как вы думаете, если студент, зная свои права, предъявит это вузу, они пойдут ему навстречу? Или у нас в стране так не работает? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Я вообще не хочу ни дня маршировать. Куда я могу обратиться за защитой своих прав? Студенты, которые не хотят привлечения их к маршировкам, при угрозах отчисления могут обратиться в правоохранительные органы или написать заявление в прокуратуру, сообщить об этом в Министерство образования, а также связаться с юристами. Но какие могут быть последствия для них, если они это сделают? Учебные заведения не могут обязать студента участвовать в массовых мероприятиях, не могут отчислить, не могут угрожать и воздействовать на студента. В этой ситуации будет прав студент. Но студенты также задают вопросы: а если я все же решу туда пойти за участие в массовых мероприятиях и за репетиции, мне должны платить? И кто? Существует такая практика, когда вуз заключает трудовой договор со студентами, тогда учебное заведение может начислять за маршировки выплаты. Также есть случаи, когда образовательные учреждения без договора начисляют дополнительную стипендию или же начисляют дополнительные баллы, но это должно быть оговорено. Если все-таки участвую, кормить обедом и давать деньги на дорогу мне обязаны, и сколько? Студентам могут предоставлять еду и воду, а также компенсировать расходы студентов на транспорт. Стоимость компенсационных выплат или стипендий каждый вуз устанавливает индивидуально. Если студенту за это не платят, а только угрожают отчислением и унижают, то он может обратиться в соответствующие органы. А как вы относитесь ко всем этим маршировкам? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.